Плачь будет спрашивать, правильно? Там, ну, спрашивать будет все, да? Менә без Руслан Дениславов белән Бакчасарай шәһәренең Алия кунакханәсендә таныштык. Ул бу кунакханәнең хуҗаларының берсе генә булып чыкмады. Ул әле бик зауыклы, бик оста зәркәнче дә булып чыкты, ювелир дә булып чыкты. Менә аның эшләрен карыйбыз да, менә соклану өчен дә һич мөмкин түгел. Чөнки мондый эшләрне башкару өчен зауыклы булу гына да аз, мондый эшләрне башкару өчен үзеңнең милли традицияларыңны белү генә дә аз. Монда әле бу эшне җиренә җиткерер өчен моның техник ягын да хәл итәргә кирәк. Чөнки монда безнең элек-электән татарларга хас техникалар турыдан-туры кулланыла. Ювелирларга хас монда менә без аны күрәбез. Руслан, менә күпчелек, менә сез Самаркандта тугансыз, әймән. Самаркандта нигездә мондый һөнәрләр атадан балага күчә. Бу нәселдән нәселгә күчә торган һөнәрләрнең берсе. Ничек менә шушындый эшкә тотынырга булдыгыз? Так сказать, сейчас я хорошо не понимаю, что я так понял относительно. Да. Я понимаю, что из поколения в поколение, правильно? Да. Но у нас в поколении не было вообще никого вообще в искусстве не было никого. Люди вообще никакого отношения не имеют к искусству. Вот с чего все это началось? Началось всего, знаете, это... Я, знаете, как бы я вообще в школе всегда любил рисовать. То есть на всех уроках, знаете, у меня все тетрадки были изрисованы, то есть задняя страница у меня вся была изрисована. И, получается, родители, то есть, приняли решение, то есть, меня, то есть, ну, направить, да, как бы в правильном нужном направлении, получается. И в этот момент открывается у нас мастерская в филигране в Бахчисарае. Там был у нас учитель Оджа Айдер Асанов. Он вообще ювелир, то есть, ну, поколение с поколением передавалось, получается, искусство передавалось. Он потомственный ювелир, и он родился в Бахчисарае. И его отец, дед и прадед все были потомственные ювелиры. Ну, аңа да карамастан, ул бик озак заводта, моторно-ремонтный заводта токарь булып эшләгән. Аннан соң да әле ул шундый производствода шактый гомерен уздырган кеше. Шулай бит? Шулай. Но ведь он приехал с Узбекистана, получается, то есть его же все предки все занимались, естественно, как бы, да, то есть он застал это время, когда, ну, когда, то есть это военное время, получается, он тоже работал, как бы, то есть его мечта была возродить это искусство, получается. И вот при первой же возможности, если он, ну, то есть собрал вот учеников, у нас было порядка, ну, человек, наверное, 40 нас было, но из них, которые, ну, которые реально хорошие мастера, такие получились человек 10 у нас ребят, которые вышли. И то есть вот я учился в 9 классе, то есть начал по выходным посещать эту мастерскую нашу филигранную, и тихо-тихо, то есть вот прям вовлекся, то есть ушел весь в омут и начал заниматься. Менә сезнең өчен Кырым филиграны нәрсә ул? Кырым стиле нәрсә ул? Кырым стиль. Ну, бізде бақыңыз, вот у нас есть традиционные, да, формы, получается, да, вот хушах, филигранных хушах, они есть разных видов. Это вот, допустим, как вариант, да, то есть это один из поясов, это юзумный прах в шах. То есть, как мы видим, это получается, это виноградный лист. То есть наша, как сказать, наша искусство, это построено на растительные орнаменты, получается, потому что мы мусульмане, то есть нам не положено, как бы, да, изображать, то есть живые, то есть, ну, поэтому, как бы, ну, мы больше берем на растительный орнамент. То есть, получается, если вы видите, это виноградный лист. И, соответственно, внутри, да, то есть растительный уже орнамент изображен. Это вот цветы. То есть, знаете, как бы, то есть каждое изделие, как бы, то есть несет, да, какой-то смысл несло. То есть количество лепестков, да, там, то есть, да, там, допустим, там 7 лепестков, да, это там 7 дней недели получается. Ну и вот, допустим, там поясе зеленый камень получается. То есть, знаете, он символизировал девушку, которая еще не замужем. Если камень ставился красный, то есть это девушка, которая уже замужем. То есть, да. То есть, знаете, это был такой, как бы, да, такой знак для парней, чтобы, как бы, да, они имели в виду, что да, девушка, то есть уже все занято, получается. В данном случае камень стоит зеленый, то есть девушка была не замужем в тот момент, когда мы делали этот пояс. Ну, А вам на свадьбу часто такие заказывают?
Ну, на сегодняшний день, конечно, знаете, это такая-то редкость, потому что, во-первых, ну, утеряно много, как бы, то есть, и не каждый, знаете, как бы, ну, так относится к нашим традициям, да, как бы, то есть, вот Так так, трепетно, да, да? так трепетно. Но Алгачев шкур, как бы, то есть, ну, с каждым годом, как бы, то есть, интерес к этому растет, как бы, у немножко, как бы, то есть, вот, особенно молодежь, Мгм. они интересуются, то есть, заказывают, как бы, да, то есть, ну, проявляют интерес гораздо больше, чем предыдущее поколение, потому что, ну, в силу того, что они, то есть, провели отрезок своей жизни, так сказать, в СССР, так бы, то есть это было там, ну, практически утеряно все. На сегодняшний день, вот я говорю, повторяюсь, Алгачев шкур, то, что мы, ну, то есть развиваемся, как бы, и наше искусство уже, соответственно, развивается. Потому что если есть спрос, там гораздо тоже, ну, естественно, легче развиваться. Потому что у каждого есть свои семьи, как бы, да, то есть каждый хочет, как бы, да, то есть жить, как бы. Нужна, естественно, какая-то поддержка финансовая. Если есть на то спрос, да, то есть мы готовы развиваться, то есть дальше и дальше. Вот больше всего, что вам удается? Легче всего, скажем так. В филигране вообще? Да. Ну вот бугорчатая ткань здесь присутствует, да, ведь? Ну, это, видите, это не то, что бугорчатая, это, знаете, это тут получается, тут две техники, да, Да, то есть, да, да, это самая скань, да, то есть, ну, в нашем случае это филигрань, Филигрань. да, и Плюс, чеканка получается, да. Три. Мы, получается, учились больше чеканки, конечно. Тут получается, да, вот видишь, даже камень, то есть присутствует, да, то есть это бирюза. Она, кстати, очень часто используется в наших изделиях, бирюза, потому что такой, ну, во-первых, это как бы наш флаг, да, как бы, то есть татарский флаг, крымско-татарский флаг, он на голубом фоне, да, то есть, ну и в целом, как бы, да, бирюза, как бы, зачастую есть в наших изделиях вообще, да, в традиционных изделиях часто используют бирюза и коралловые. То есть это бирюзовый цвет и такой вот, ну, такой приятный оранжевый цвет, такой яркий, то есть. Вот предназначение вот этого элемента. Расскажите нам. Это топелик, это фес топеса называется, то есть он пришивался девушке украшения на сверху феса. Давайте уж покажем, как это прикрепляется вот так, да ведь? Ну да, то есть это штука снимается, то есть, да, и пришиваем то есть на фесе. Там это, ну, это копия старого традиционного топелика. То есть я прям сделал копию, потому что мне важно было пройти этот, ну, то есть по старым образцам? Да. Повтор? Да, ну это как бы важно, это чтобы. Ну, наверное, кое-что своего тоже добавляете, да ведь? Ну, относительно, конечно, да, добавляем все, естественно, это камни, то есть, да, там по-своему, если вот я на чеканке еще сделал какой-то там элементы гравировки, да, то есть сделал, то есть, ну, я пока посчитал, что это будет более интересно. Ну, так, знаете, это уже мое художественное видение получается. А еще вот украшения какие-то, наверное, тоже просят. Не, конечно, да, знаете, но сегодняшняя молодежь, естественно, это крупные вещи, да, такие традиционные крупные вещи. Конечно, молодежь сейчас просит какие-то такие, да, более современные, как бы, то есть, да, вещи, это там сережки, это какие-то подвески, да, возможно, кольца, больше всего кольца просят. Вот. Тоже делаем, соответственно, конечно, потому что на них спрос большой. Ну и в целом, как бы, да, как бы, такие вещи каждый день не поносишь, это такие, это, знаете, там, когда бывает, там, да, свадьба, то есть, когда там девушка замуж выходит, они одевают такие вещи, потому что она не повседневная точно. А на повседневно, конечно, сережки, браслеты, кольца, такие вещи тоже в филигране делаем, соответственно, в такой же технике, учитывая все наши традиционные элементы, то есть растительные орнаменты, камни соответствующие, то есть, ну, Вот, я знаю, Руслан, что вы закончили Симферопольский ювелирный колледж. Да. Как давно это было? Это было сразу после школы, то есть это был 2005 год. И много ли выпускников занялись этим делом? Смотрите, то есть ну, продолжают в традицию? ювелирном колледже, знаете, как бы, то есть я прошел просто, знаете, обучение просто как обычно, ну, то есть ювелира, то есть не традиционных техник, да, то есть обычного ювелира, то есть эти, как бы, да, Основы? То есть, да, то есть это, знаете, это обычно это обработка литья, как бы, то есть это литье, то есть, ну, вот такие элементарные. Конкретно в филигране, то есть научился у своего мастера Айдара Асанова, то есть, в чем благодарен, как бы, ему, как бы, то есть филигрань, как бы, это все это заслуги моего мастера, то есть никак не ювелирного колледжа, абсолютно. Там, как бы, знаете, просто прошел, как бы, путь, который, да, как бы, ну, который, как бы, документ посчитал нужным пройти. Вот. На сегодняшний день, как бы, я этим вообще никак не пользуюсь, единственное, это для меня это на сегодняшний день это филигрань. Это наша традиция, то есть это обычных ювелиров очень много, то есть а филигранщиков на сегодняшний день, тем более работающих в нашей технике, да, это крымско-татарской единицы. Поэтому на нас лежит ответственность, да, как бы, то есть дальше продолжать и развивать. Вот про своего устаза. Да. Расскажите про него. И что вы от него получили?
ведь он величайший мастер, тончайший мастер. Да, это очень такой серьезный человек, знаете, то есть, знаете, как бы от него, то есть не только, да, там научиться, да, самому искусству, там. Это человек очень мудрый человек, да, был, то есть он прожил, как бы, да, такую долгую жизнь, как бы, то есть прожил тяжелую жизнь, да, то есть это была депортация, получается, это тяжелые годы после депортации, соответственно, то есть, да, это, ну, это как сказать, Пережил все. это пережил, да, то есть, знаете, чего мы на сегодняшний не пережили, да, как бы, то есть, соответственно, человек был очень мудрый, да, то есть, и, знаете, мы каждый день в 4 часа пили кофе, да, с матером, и у нас каждый год, каждый день, вернее, каждый год, говорю, мы, знаете, у нас провели, знаете, как я постоянно смеялся, проводим политзанятия, да, ну, это образно говорю, то есть, знаете, все рассказывают о своей жизни, то есть, да, как бы, то есть, какие-то моменты постоянно вспоминал, то есть, ну, жизнь была достаточно долгая, интересная, то есть, и, как сказать, ну, знаете, не только, знаете, да, человек, не только это был мой уста, знаете, это был уста моей жизни, то есть. Вы его Да. часто вспоминаете? Да. А вас много было? Сколько вот учеников туда ходило при вас? Ну, при мне было 5 человек, мы, которые работали при мне. У нас 5 было, которые посещали каждый день. Я оттуда вообще практически не вылазил, то есть там был каждый день, без выходных, потому что, ну, мы прям болели этим искусством, то есть до закрытия нашей мастерской. То есть, ну, сейчас, конечно, так, это для меня это стало уже больше хобби, то есть, потому что, ну, это надо себя повторять, на нашу ответственность. Как так. Ну, обычно начинающие повторяют такие знаменитые работы. У вас был такое? Работа мастера? Да, работы мастера, там, известных мастеров. На чем-то тренируются, на чем-то. Понимаете, ну, к сожалению, после нашей после депортации, когда, то есть, осталось очень мало материала вообще касаемо, да, особенно в филигране, получается. Это есть там какие-то работы в Ханском дворце, да, как бы, то есть, всегда там тоже находится во дворце в Ханском, пояс один находится, это пояс дедушки моего уста Дарасанова. Нас когда принесли это, то есть, так к нему, это было при мне, то есть, принесли пояс, далее Эддерага, получается, он взял в руки пояс, посмотрел, покрутил, получается, говорит, это пояс моего дедушки, то есть, это работа моего дедушки, то есть, писать укулелку, он узнал свою работу. Это кому принадлежит? Ну, тут, ну, это принадлежит Ханскому дворцу, то есть, он находится в фондах, находится. Опять же говорю, очень мало материала, потому что, ну, в силу всех этих событий, которые, ну, с нашим народом произошли, материала очень мало осталось. Вот вы говорите, мало осталось, но тем не менее вам попадаются вот в руки работы старых мастеров или приносят к вам на реставрацию? Было такое? Было такое, да, конечно. Мы всегда, знаете, когда берем в руки старые работы, такие, да, то есть наших мастеров, знаете, для нас, знаете, как это, знаете, даже бывает там не вся там бывает, да, как бы технически там, ну, такое там суперское решение, да, как бы, ну, для нас, знаете, такое, то есть это вещь, которую, да, делали мастера, которые не имели тех возможностей технических, да, которые на сегодняшний день имеем мы. То есть у нас сейчас есть там, да, там хороший инструмент, да, то есть много всего, там хорошие горелки, хорошие инструменты, то есть этого всего раньше не было. И, знаете, меня все поражало, как могли люди, да, не иметь таких возможностей, да, то есть делать действительно такие, да, интересные технически тяжелые вещи, да, ну, как-то те делали мастера. Попадается, конечно, очень часто. Очень много изделий находится у людей в семьях, как семейный реликт, ну, кто смог сохранить, да, как бы, эти изделия после депортации, потому что, ну, к сожалению, многие просто прожили, да, выжили за счет этих изделий, продавали, то есть, и кормили таким образом свои семьи. Но есть в некоторых семьях остались, прямо они их ценят, знаете, прямо их там постоянно как реликвию. Да, как семейный реликт, потому что она осталась от бабушки, да, там передавали, там, то есть передавали в Хуран, да, то есть как священную нашу книгу, да, как бы это наш предводитель. И в той же, ну, в соответствии, естественно, эти изделия были ювелирные, кто смог сохранить, конечно. А у вас дома было что-то подобное, К сожалению, что-нибудь? нет. У нас только остался Хуран, все то есть. Каждая семья оказалась в разных регионах Средней Азии, и всем, к сожалению, по-разному досталось. Кому-то стало более-менее было. Конечно, было всем нелегко, как бы, да, но некоторым было более-менее, как бы, проще, так сказать. Поэтому кто-то сохранил, кто-то не смог сохранить. У кого-то запасы были более больше, соответственно, как бы они сохранили свои изделия. Руслан, вот глядя на ваши работы, уже нетрудно догадаться, что вы мастер высокой пробы. Есть у вас ученики на сегодняшний день?
Пока, к сожалению, нету, как бы, но я об этом мечтаю, потому что это моя, надеюсь, ну, это моя, как бы, знаете, цель, как бы, моя мечта, как бы, то есть на моих аллахсмеце, как бы, да, на мои там будущие там пожилые года, так сказать. Нет, у вас Иншаллах, есть да. дети вот? Есть. У меня 3 дочери, я не знаю, они, как бы, если будут поймать, помогут в этом. Не знаю, посмотрим. Очень много просят, как бы, да, как бы, ребят, ну, пока, как бы, пока нет времени, точно сказать. Ну, я, аллахсмеце, я надеюсь, займусь этим. Вот делом. давайте подскажите нам 3 самые такое важные качества для ювелира, который должен иметь при себе. Это, наверное, терпение. Это терпение, это видение, ну, да, видение красоты в первую очередь, потому что, знаете, терпение то одно, да, как бы, может теперь, знаете, много, да, там, но при этом не будет получаться, то есть в любом случае человек должен видеть, человек должен любить свою работу в первую очередь. Когда человек любит свою работу, он относится к ней трепетно. А, знаете, терпение все, как бы, само собой подходит, как бы. Поэтому, в первую очередь, это видение, второе, это любовь к своей работе. Ну и третье, наверное, быть честным, не знаю, не то, что даже честным, ну, ювелирка, знаете, это очень, очень тонкая работа, да, то есть Ну, это ювелирная работа, это, этим ну, сказано этим все всё. сказано, да, на самом Да. деле, да, это тонкое, да, ну, надо внимательно, да, то есть, ну, даже внимательно, наверное, больше, наверное. Вы работаете по эскизам или по ходу все набирается? Мы начинаем, вообще с бумаги начинаем. Сначала берешь из бумаги, рисуешь примерно макет, да, что ты хочешь, да, примерно, то есть. Потом, потому что, знаете, как бы, бумага, да, конечно, да, как бы, то есть, ну, знаете, примерно образно, как бы, да, какой-то образ придаешь изначально, какую-то форму, да, наверное, какие-то линии, да, то, что, надеюсь, вот, если посмотрите, филигрань, знаете, да, как бы, то есть, из каркаса, да, то есть, такой более толстый детали. да. И позже это все набирается, то есть, тонкой проволокой филигранной. Поэтому мы, то есть, сначала на бумаге рисуем какой-то эскиз, прорисовываем линии, и позже начинаем уже это все воплощать уже, грубо говоря, в проволока, да, то есть, потому что клиенты это все доделано из проволоки. Разных сечений проволока, то есть она крученная, она там плоская, она круглая, то есть как-то вот. Вот, как обычно, в центре таких работ мы видим камушки, да, натуральные камни. Какой камень вам больше по душе? Я люблю бирюзу, сейчас сказать, вот это бирюза, как бы, ну, для меня, Да. как бы, он такой. Ну, знаете, как бы, я в целом, я люблю серебро, как бы, да, а на серебре очень хорошо смотрится бирюза, то есть это вот такой приятный, благородный цвет, такой, да, как бы спокойный такой, он не пестрит, ничего, как бы, то есть поэтому для меня он такой, я сам по себе такой по характеру спокойный человек, то есть и для меня, наверное, больше как раз таки бирюза. Вот с одной стороны ювелир, да, с другой стороны вот, скажем, бизнесмен, да, они друг другу не мешают время от времени? Ну, проблема единственная во времени, да, то есть, потому что бизнес это такая штука, да, это требует всех к себе внимания, это постоянно надо быть занятым, да, то есть, а тут надо время для этого. Ну, знаете, все то, что мы работаем, у нас работа сезонная, да, то есть мы лето отработали, как бы зимой, как бы надо достаточно времени, да, заниматься, когда своим уже любимым делом, получается. Чем я занимаюсь зимой? То есть зимой, как бы, время достаточно спокойненько, у меня дома в подвале, получается, находится мастерская, как бы, то есть я потихоньку этим занимаюсь, своим любимым делом. Это исключительно зимой происходит. Как-то так. Как-то так, да. Ну, интересно. То есть у вас есть мастерская, не Да. хватает только учеников? Ну, пока да. Вы готовы делиться? Конечно, готов. Со мной сегодня поделился мастер, то есть я готов, естественно, продолжить. Знаете, это да, из, как бы, из мечты, да, как бы, то есть моя мастер, да, то есть, чтобы мы также дальше продолжали, да, как бы, то есть, это искусство. То есть, потому что, повторяюсь, то есть, раньше, мы, знаете, в старом городе Бахчисарае была целая улица мастеров. То есть так называлась, Хуимджик Малеса называлась. И там прям вся улица были конкретно ювелиры. То есть, когда много мастеров, растет уровень, растет подача, Конкуренция, да, скажем так. Да, конечно. Потому, как бы, знаете, когда изначально нас было, да, там 10 человек в мастерской, мы, знаете, мы каждый старались сделать лучше и лучше, соответственно. Поэтому, как бы, знаете, да, действительно рост качества и изделие было гораздо выше. Когда нас позже стало чуть меньше, как бы, да, конечно, стало чуть, не то, чтобы стало хуже, нет, хуже не стало, как бы,
А когда все людей много, да, как бы, то есть конкуренция у нас все-таки порождает да, более качественную, хорошую, красивую работу. Вот на сегодняшний день вот в Бахчисарае много ювелиров? Вы знаете друг друга? Вы Мы общаетесь? общаемся между собой, конечно, да. Мы даже более, скажем, дружим, потому что мы в 2 комнатах, как бы, то есть, мы прожили практически до там около 5-6 лет, да, получается, там. Мгм. У нас Это в Симферополе? Это в Бахчисарае. А, Это нет, в Бахчисарае. Симферополь, знаете, я проучился всего лишь 1 год, как бы, то есть для меня такой, знаете, такой самый такой простой отрезок жизни, наверное. мгм. А самое, знаете, основное, это который проработал в мастерской, да, то есть это рядом с своим мастером. Мгм. Я там проработал, получается, с 2001 года по 2014 год. Мгм. Вот, достаточно большой период времени, как бы, то есть, поэтому у нас общие интересы, мы между собой все хорошо общаемся, у нас порядка 8 человек. Когда наш мастер был еще жив, как бы, то есть мы каждый год приходили, то есть поздравляли к нему день рождения, как бы, то есть его собрались, общались, вспоминали все там предыдущие годы, так сказать, поэтому как бы, ну, мы все общаемся между собой очень как бы, достаточно дружно, посидеть хорошо. А вот работы Айдара Асанова где сегодня можно встретить? Есть такой хороший сайт, как бы они, как бы, ну, у него внучка такая очень такая активная, Евелина, она, ну, как бы она занимается, да, посредством, то есть у них сайт есть Мира Silver называется, и там на сайте, как бы, ну, есть фотографии его работ. Вот. Есть они в частных коллекциях, есть в музеях, то есть, потому что в Питерском музее есть, потому что, ну, часто приезжали, люди покупали, то есть конкретно брали в музей, то есть брали в частной коллекции. Частной Да, коллекции. потому что Мгм. если человек очень такой, как бы, знаменитый, такой, да, какой-то, то есть, ну, последний, как бы, знаменитый, то есть, знаете, там, даже, знаете, ему было, я боюсь сейчас шпица, но было за 80, да, уже по 90 лет вообще, да, то есть, у него тряслись руки, да, как бы, да, но он работал, он, знаете, то есть, продавал свои любимое дело. У него были наследники? У нас У него мастерство. у него есть дочь, Эльмира Асанова, здесь тоже Мгм, представлены мгм, работы, получается, ее есть внучка, Мгм. Евелина. Ну, ювелиров нет, да? Ну, они занимаются, то есть, Мгм. тоже занимаются последний, как бы, они филиалами занимаются, Мгм. продавают. Вот мы продолжают. интриговали своих читателей, скажем так, да. Мгм. А где можно увидеть ваши работы? Как наша работа, ну, знаете, питерский музей как бы покупал наши работы, то есть, ну, они приобретали наши работы для экспозиции в своих музеях. Как бы, так наши работы присутствуют. Это моего мастера Айдара Асанова, дочки его, Эльмиры Асановой и мои, соответственно. Мгм. То есть, потом наша работа там представлена. Вот. Как так. Ну, опять же, повторяюсь, это в основном частная коллекция, потому что, повторяюсь, мало материала осталось, как бы мы, как бы, и вот эти вот, ну, коллекционеры, многие покупали изделия, как бы, чтобы в их коллекциях присутствовали конкретно как татарские традиционные вещи. Ну что ж, остается только пожелать вам творческих успехов. Сау. Мгм. Будем стараться. Мгм.